Селям алейкум, добрый вечер. Каждый год 20 января мы отмечаем День Республики. Буквально на прошлой неделе мы отметили 26-ю годовщину. Сегодня с нашими экспертами проанализируем очень трудный, порой противоречивый путь становления республики и обсудим, что мы все вместе можем сделать для того, чтобы в нашем доме, общем доме царили мир и согласие. Итак, в гостях у нас сегодня Михаил Бахарев, главный редактор газеты «Крымская правда». Олег Габриэлян, доктор философских наук, профессор, декан философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Сейтумер Неметулаев, председатель региональной общественной организации Крым-Барлега. Владимир Джарала, политолог. Камиль Аметов, председатель общественной организации Крымский центр социального и культурного развития «Инициатива». И Шевкет Мустафаев, заместитель директора медиа-центра имени Гаспринского. Уважаемые телезрители, мы, как обычно, в прямом эфире приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Сможет ли Республика Крым в ближайшее время стать самодостаточным регионом Российской Федерации? Пожалуйста, голосуйте, да либо нет. У вас также есть возможность дозвониться к нам в студию и задать вопросы нашим экспертам. Телефон нашей студии +7 978 095 41 45. И прежде чем перейти непосредственно к дискуссии, традиционно наш сюжет. 20 января 1991 года в Крыму состоялся первый референдум. На вопрос вызова соединения Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника союзного договора ответили «за» более 93% от принявших участие в голосовании. Результаты референдума определили стремление крымчан жить в России. Однако в масштабах большой страны политический надлом уже превратился в огромную бездну. В нее-то и стали втягивать Крым. Ситуация значительно усугублялась острым соперничеством Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Оппоненты Ельцина, в частности руководство Верховного Совета России во главе с Русланом Хасбулатовым, требовали решительных действий по отношению к Крыму. Но тем не менее, уже 12 февраля того же 1991 года Верховный Совет УССР принял закон Украинской ССР о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики, но уже в составе Украинской ССР, что противоречило формулировке общекрымского референдума. Тем не менее, стремление быть частью России выражалось даже в крымском триколоре. Флаг Крыма был утвержден в 1992 году и все эти годы являлся официальным символом республики. Руководство Крыма продолжало сопротивление. Но после ослабления оппозиции в Москве Руслана Хасбулатова и Александра Рудского президент Украины Леонид Кучма усилил наступление. Сначала в 1994 году инициировал преобразование Крыма в автономную республику Крым в составе Украины. Затем 17 марта 1995 года отменил Конституцию Крыма от 1992. Таким образом, молодой республике обрубили ключевые полномочия. Нарушение итогов референдума повлекло за собой целую череду противоречий, юридических коллизий и откровенного давления. Резко обострилась обстановка вокруг Черноморского флота. Был введен единственный государственный язык – украинский. При этом русскому и крымско-татарскому языкам было невнятно предписано функционирование, использование и защита. Однако главным парадоксом было то, что Украина, согласно своей же конституции, являлась унитарным государством, в котором каким-то образом существовала автономная республика, что является признаком федерализма. Видимо, именно это страшно раздражало все эти годы официальный Киев. Ведь многонациональный Крым очень не вписывался в идеологию, которую впервые публично озвучил президент Ющенко. Одна страна, один язык, одна вера. Все это приводило к существенному сокращению полномочий Крыма, к попыткам откровенного давления и к очень опасным провокациям на межнациональной почве. Второй референдум в новейшей истории Крыма, который состоялся 16 марта 2014 года, решительно исправил ошибки прошлого. Республика Крым возвратилась в состав России, вернув таким образом политические полномочия, межнациональное согласие и перспективу экономического развития. Михаил Алексеевич, в конце 80-х, начало 90-х годов – это период очень сложных процессов, которые шли внутри страны, а потом и в странах. На этом фоне в Крыму происходят очень динамичные политические изменения. Вы очевидец, участник этих процессов. Вспомните, пожалуйста, алгоритм происходивших событий. Я для начала просто вспомню вам такую картинку с натуры нарисую. Первый секретарь Крымского областного комитета партии Андрей Николаевич Гиренко вернулся из Москвы.
меня пригласил к себе и говорит, так вдвоем мы были в кабинете, он курил, ходил нервно по кабинету, не знал, с чего начать. Потом говорит, ты понимаешь, говорит, какая ситуация? На Украине полностью отпущены вожжи сепаратизма. И сепаратизм вовсю. Тогда уже был вот это движение... Рух, да. Рух. Но самое главное не это. В 1989 году Верховный Совет Украины принял закон о языках в УССР, которым предусматривал, что единственным языком государственным на Украине будет украинский язык. То есть закон носил явно провокационный характер. Он никак не соответствовал реальности. В то время, как и сейчас, большинство жителей Украины говорило на русском языке, большинство средств массовой информации выходило на русском языке, книги издавались в подавляющем большинстве на русском языке. Русский язык был во всех школах, школы были в основном русские, особенно в центральной и восточной Украине. Но, тем не менее, всем было понятно, что это только начало. И тогда впервые в «Крымской правде» появились статьи, типа там вот я был автор в том числе, нам не по пути, по новое, там, захотят ли крымчане жить под желто-блакитным флагом и так далее. Но тем не менее процессы действительно пошли. И вот это было накануне, это было еще при советской власти, и это было еще в 80-х годах. И оба референдума, и 20 января 1991 года, и 17 марта 1991 года, эти референдумы были, как вам сказать, это было как бы протест против начинающегося разгула центробежных сил. Люди все, народ-то в основе своей мудр, и как бы политики его не гнали в каком-то направлении, как бы не пытались обмануть, но где-то на уровне инстинкта он понимал, что Советский Союз в данной ситуации это лучше, чем то, что будет. Понимаете? Да, спасибо большое. Олег Аршавирович. Да. Я хотел бы просто вот добавить, вы знаете, вот показанный сюжет о референдуме, почти в каждой очень важен, да, очень важные вещи были обозначены. Практически в каждой, ну, назовем так, демократической конституции прописано, что сувереном является народ, да, с этого начинается. Вот народ высказал свое мнение, не прислушались, политическими манипуляциями и махинациями, то, о чем сказал Михаил Алексеевич, пытались загнать народ, крымчан, в какое-то прокрустово ложе. Но вот не отражали действия политиков и те законы, которые они принимали, реалий относительно Крыма. И спустя все равно четверть века, да, другой референдум. Вот сколько бы его кто бы не оспаривал, да, мы были здесь, мы были на этой площади, мы участвовали в этом референдуме, мы приложили какие-то усилия, я не только говорю о голосовании, да, чтобы все это состоялось. И здесь люди в этой студии тоже во всем этом участвовали. И вот то, что должно было быть, тот, кто является сувереном, он свое слово сказал и добился. Правда, для этого четверть века вот такого неопределенного, безбудущего существования Крыма. Да, у нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Евелина. Добрый вечер, студия. Здравствуйте. У меня Ришат Аблизисов, Симферополь. Я хотел бы задать такой вопрос. Сейчас отмечается годовщина референдума 1991 года. В референдуме, когда сейчас вот говорят, что Крым многонациональный, но коренной народ, крымские татары, не принимали участие в 1991 году в референдуме. Да, спасибо большое. За него решали. Да, спасибо огромное. Вас услышали. Шевкетага, пожалуйста. Говоря о становлении республики в Крыму, я бы хотел немножечко глубже копнуть, чтобы было понятно. Ведь понятие республики, оно не возникает вдруг. Оно готовится, оно зреет, и потом народ участвует в его создании. Вот мне кажется, что процессы были запущены немножко глубже, когда в 1987 году мощные выступления крымских татар по всей
местам их проживания в депортации показало, что народ желает вернуться. И тогда высший орган Советского Союза в 1989 году принял специальное постановление, и я думаю, вот этот момент стал пусковым механизмом для подготовки населения Крыма к понятию, что это уже не просто территория проживания, а территория, на которой будут решаться очень большие глобальные проблемы. Одной из главных проблем, которая будет – создание республики. Да, в 1992 году попытка создать первый раз республику, она оказалась, ну, будем говорить, не совсем, я извиняюсь, не совсем удачной. Почему? Потому что когда Верховная Рада Украины приняла постановление о снятии полномочий президента, а потом и о распуске парламента, к сожалению, Крым молчал. Это говорит о том, что еще было недозрелое все. Да, желание было много эмоций. Мы помним, сколько мы споров проводили между собой, как должна быть республика, какая она должна быть, как развиваться. И вот я думаю, что вот эти проблемы и были в основе того, что нам пришлось ждать 25 лет. Владимир Кадымович, если вспоминать тот самый 91 год, то как вы считаете, какие факторы сыграли на то, точнее, на понимание того, что нам достаточно быть областью банальной, и нам уже нужно быть республикой? Какие факторы сыграли главную роль тогда? Ну, в то время я был студентом Симферопольского университета, интересовавшимся политикой, и, конечно же, как и многие другие, с большим воодушевлением обсуждал многие темы и вопросы, которые тогда поднимались. Общество тогда действительно находилось, вот, как говорил Михаил Алексеевич, в центробежном состоянии. Тогда казалось, что мы должны учиться новому, перестройка входит на какой-то новый этап, и мы должны учиться новому, в частности, управлять своей жизнью. И тогда казалось о том, что вот автономия – это та самая форма, которая нам необходима, потому что она поможет нам создать свой регион, где мы будем распоряжаться своей жизнью, где все будет идти на пользу людей и на рост их благосостояния, а самое главное, в том числе и своя политическая жизнь. Позднее стало понятно, что одним из важнейших, конечно же, мотивов возникновения и проведения тогда этих процессов было желание крымской элиты отгородиться от киевских властей и создать свое самостоятельное образование, что, собственно, и удалось. Но это полностью совпало с настроениями общества. Большинство людей были с этим согласны, о том, что да, действительно, будем создавать новый Крым. Тогда, конечно же, во многом мы были наивны. То есть, например, вопрос межнациональных отношений нам казался не столь сложным, о том, что демократия, свобода и самостоятельность позволят нам найти общий язык, и мы сможем как бы устроиться, найти некие общие формы совместного существования. Тогда вот Михаил Алексеевич, как человек, который принадлежал к другому, более осведомленному слою, уже знали о том, какие процессы начались на Украине и в целом в Советском Союзе. То есть стремление нам они еще были неизвестны. Нам казалось, что Советский Союз будет еще преобразован. Сейчас мы увидели другое, о том, что до 1994 года, когда создатель крымской автономии Николай Васильевич Багров, кстати, тогда действительно это парадокс, может быть, сейчас кажется молодым, но тогда это было естественно. Главными двигателями всех преобразований в Союзе, как положительных, так и отрицательных, была сама коммунистическая партия и ее руководители. И Николай Васильевич Багров, как руководитель в тот момент областной организации, его помощник честолюбивый, достаточно яркий тоже политик, сыгравший очень большую роль в будущем, Леонид Иванович Грач и известный многим Александр Форманчук. Это вот как бы одни из тех людей, которые преобразовывали, создавали автономию. До 1994 года, до выборов президента, казалось, что мы видим, куда все развивается. В 1994 году произошли действительно радикальные преобразования. Они были связаны с тем, что народ, как это часто бывает в демократии, радикально пошел дальше, вперед. Люди хотели еще больших преобразований. И здесь уже произошел разрыв между элитой и обществом, в результате чего результаты выборов оказались совершенно неожиданными для управленцев. И в целом, если вот теперь уже говорить, то исходя из уроков крымской автономии 1991 года, вне всякого сомнения, это оказалось великолепным положительным шагом.
Во-первых, возникла крымская государственность, протогосударственность, если ее так можно сказать. Мы учились быть самостоятельным регионом в составе Украины, и пусть даже от нас в один момент осталось только одно название, но это название все равно нас охраняло. Второе, Крым оказывал громадное влияние на всю политическую жизнь Украины, громадное именно положительное влияние. Он не позволял радикализму заходить слишком далеко. И вот, скажем так, до того, и поэтому кроме того, это было общее настроение в обществе. Мы все были уверены только в одном, о том, что насилия не должно быть. И вот это вот процесс, этот процесс постепенного развития вел к тому, что вот на протяжении этих 25 лет крымская автономия была своеобразной школой развития государства, которая в конечном итоге нас и спасла, потому что в 2014 году нам удалось избежать, ну, наверное, самого страшного того, что произошло на Украине. Да, Камиль ага, конец 80-х, начало 90-х годов – это очень решающий, но тем не менее очень сложный период для нашего народа, для крымских татар. Как воспринимали вот эти изменения политические крымские татары вот на заре 90-х годов? Очень хороший вопрос, как раз я об этом хотел и сказать. Вы представляете, крымский татарский народ в течение 50 лет был в местах депортации. Ну, начиная с конца 50-х годов, 60-х годов. И далее шла активная работа, значит, с органами власти, тогда Советского Союза. И в конце концов, в конце 80-х годов настроение людей было до того поднято высоко, как идеологически, так и патриотически, вернуться на историческую родину. На местах проживания, в частности, там, где я проживал в Узбекистане, во всех областях проводились митинги, собрания, резолюции, которые направлялись в органы центральной власти о том, чтобы разрешили вернуть сюда для проживания в Крым. И вот в начале 90-х годов, когда крымские татары в большинстве начали переезжать сюда, в Крым, конечно, здесь с радостью в объятиями никто не встретил. Хочу отметить работу Юрия Бекировича Османова, который на то время был первым руководителем, который занимался вопросами переселения крымских татар из мест проживания. Было принято очень много документов по расселению крымских татар в местах раннего проживания, в тех районах, где они были прожиты. Эти документы по настоящее время у юристов, у историков в руках они имеются. Ни один из пунктов не выполнен или выполнено совсем мало. Что хотел сказать? На этой почве, как вот сказали наши товарищи, пошла волна о восстановлении автономии. Ведь автономия была до депортации или до почти конца Великой Отечественной войны, но ее, значит, упразднили и далее передали Украине. Украина, конечно, здесь господствовала, считала, что это своя земля, но, однако, если, как я считаю, де-факто, де-юридически Россия постоянно владела Крымом, постоянно здесь имела свое представительство, как Черноморский флот, как и другие и так далее. Настроение людей было, конечно, чтобы вернуться снова в Российскую Федерацию. И на этой почве, значит, решили сделать референдум по восстановлению автономной республики Крым. Да, Украина утвердила автономную республику Крым, где было написано «восстановить». Что значит «восстановить»? Ведь до упразднения, значит, нужно восстановить. Если человек был больной, то нужно его восстановить, здоровье, чтобы он был таким же, как был прежний. Но очень вопросы решались, где хорошо, где плохо, где вообще не решались. Мы достигли сегодняшнего дня. Если говорить уже о последнем референдуме, я далее скажу. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю. Говорите. Алло, вы меня слышите? Мы вас слышим прекрасно. Задавайте ваш вопрос, а прежде представьтесь, пожалуйста. Я хочу задать вопрос гостям студии по поводу будущего России. Будет ли она основой для воссоздания в будущем Советского Союза? Спасибо большое. Ну, это такой вопрос очень утопический. Олег Аршавирович, пожалуйста. Я думаю, что
нельзя в одну и ту же реку войти дважды, да, как говорил Гераклит. Я думаю, будет нечто другое, вызовы другие, жизнь изменилась. Нам не восстанавливать Советский Союз нужно, а строить новое будущее, чтобы в тот же Евразийский Союз значит, входили республики и государства не потому, что кто-то их туда загоняет, а потому что они хотят этого, они хотят успешно развиваться, они хотят, чтобы их народы процветали и государства. И мы сегодня видим, с какими сложностями сталкивается Россия. Россия не собирается значит, собирать вокруг себя силы или оружие. Здесь скорее больше авторитета и само процветание России будет вести к тому, что к ней будут тянуться. Вот как только Россия вышла из ситуации вот, коллапсирующей, значит, мы увидели, насколько вообще вот как Феникс, да, уже никто не ожидал, никто не ожидал, так же, как ЦРУ не ожидал распада Советского Союза. И мы сегодня наблюдаем по их же открываемым отчетам аналитики, что действительно никто не ожидал такого возрождения России. И та сила, которую она сегодня демонстрирует, это сила не только оружия, это сила того духа, сила того русского мира, причем русского и в том смысле, о котором говорил Исмаил Гаспринский. И мы это сегодня наблюдаем. Вот на силе авторитета, силе ценностей, которые проповедует Россия, я думаю, мы будем объединяться вокруг Да, у нас нее. еще один телефонный звонок, вернемся к вам чуть позже. Алло, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите, пожалуйста. День добрый. Я хотел бы присутствующим вопрос задать. Пожалуйста. Можно задавать? Пожалуйста, конечно, можно. Ага. В чем разница автономии 18 октября 2021 года и той автономии, которую сделали пришлые этносы? Да, спасибо большое, спасибо большое. Я как раз где-то тоже Да, близко. Владимир Алексеевич. Я прежде всего хотел бы еще, возвращаясь к референдуму, возразить своему молодому коллеге Владимиру Жарала. Значит, нельзя говорить, что кто-то есть отец референдума или отец республики, тем более. Поскольку, вот вы представьте себе, когда все это проходило. Референдум 20 января, 17 марта, Советский Союз, Коммунистическая партия Советского Союза. Готовилось все это еще, понятно, в 90-м году. Поэтому все это проходило по непосредственному указанию и по планированию, которое осуществлялось из Москвы. И уж тем более никак отцом референдума республики не был Николай Багров. Я скажу более того, из-за трусости Багрова мы оказались в России, вернее, могли оказаться в России на 22 года раньше. И трусости его окружения. Потому что в 92 году, когда были собраны подписи, 180 с лишним подписей за референдум, нельзя было на него накладывать мораторий, поскольку в законе о референдуме даже понятия такого не было, мораторий. Кстати, если говорить еще раз о референдуме 20 января, вспомните формулировку вопроса. Вы за восстановление Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР, участника союзного договора. Вот почему люди пришли на референдум. Вот почему была такая явка и такой результат. Они знали, что в случае чего нас Советский Союз защитит. Никто же не знал, что он в том же году рухнет. Все думали, ну уйдет Украина, а Крым-то останется в Советском Союзе. Кстати, я с 94-го еще по 98-й год был депутатом, членом Президиума Верховного Совета. В течение 4 лет я несколько раз ставил вопрос о разморозке незаконного моратория и о проведении в Крыму всекрымского референдума, за который люди оставили свои подписи. Ни разу в сессионном зале не получил нужного количества голосов. В том числе от депутатов от блока «Россия». Прикипели к удобным креслам, слаб человек,
Понимаете, вот в чем проблема. Скажите, а именно поэтому Николай Багров проиграл выборы 94 года Мешкова? Конечно, конечно, поэтому. Политик должен быть вовремя, надо перейти Рубикон. Нет, все, уступи. Светомир Ага, пожалуйста. Ну, я вообще считаю, что самая основная ошибка была это Беловежская пуща, от которой по сегодняшний день вот это все, что мы переживаем. Оно, Крым и крымские татары, 89-90 годы, вообще все обращения были ЦК СССР в Москве, и мы переезжали в СССР, Советский Союз, и ни о какой Украине крымские татары и все жители тут не думали. Поэтому то, что произошло в Беловежской пуще, эта история рассудит, я сегодня об этом говорить не хочу. Это был единственный момент, когда каждый бы расписался, и тот же Кравчук, и все, и Крым бы остался в составе России. Елена, Пожалуйста. я добавлю. По вопросу опять формирования Крымской республики. Давайте вспомним 17-й год, революция. Потом гражданская война и вечные метания Крыма. То Таврическая республика, то Крымская народная республика. Все эти процессы показывали, Крым же имеет многотысячную историю создания государства. Поэтому это не новое что-то для Крыма. Но те поколения, которые оказывались в это время в этой ситуации, они тоже искали свой выход. Если перенесемся к 90-е годы, то опять то же самое получается. Опять поиски пути развития республики. Какой должна быть республика? Большевики остановились на чем? На Крымской АССР, которая гарантировала права национальностям. Сегодня мы пришли, наша Крымская республика, опять пытаемся воссоздать те духовные ценности, которые были. Мы сегодня приветствуем каждую национальность, которая живет в Крыму. Мы позволяем и разрешаем им иметь национально-культурные автономии. Это что? Это как раз те национальные проблемы, о которых всегда разбивались все государства. Поэтому, я думаю, на сегодня мы еще только в начале пути. Мы только начали создавать республику. Как она дальше пойдет, это уже зависит от всех нас, жителей Крыма. Да, совершенно верно. Владимир Кадымович сначала взял слово. Я хотел бы ответить на вопрос нашего телезрителя о восстановлении Советского Союза. Дело в том, что он намного более серьезный и глубокий, чем можно было бы себе представить. География, история и культура имеют свои правила, свои своеобразные законы, которые диктуют дальнейшее развитие. Поэтому, независимо от обстоятельств, скорее всего, к прежним историческим границам все и вернется. А вот как это будет называться, Советский Союз, Евразийский Союз или еще каким-то другим образом, это мы увидим в будущем. Вы к Украине тоже так же оптимистично настроены по отношению? Украина проходит свой трагический путь, и этот путь отрезвления. И вполне очевидно, что она к сожалению, этот путь не завершен. Но в итоге мы увидим о том, что многие из тех вещей, которые сейчас вызывают у нас ужас, исчезнут, а новое образование, то, что возникнет на ее месте, это будет одним из обязательных элементов этого нового образования. Вы имеете в виду формирование новых политических элит, либо нового государства? Несомненно. Дело в том, что, во-первых, это ключевой момент, вы абсолютно правильно заметили, произойдет и смена поколений, и смена элит. Более того, на наших глазах, наверное, мы увидим даже смену некоторых даже руководителей, которые здесь будут происходить. Второе, это будет происходить самым естественным образом. И вот эти новые люди будут искать новый язык между собой, общий язык, а вот каким образом он будет, это будет преодолеть. Потому что многие вещи многим вещам придется признаваться им самим, потому что мы видим через ту трагедию, через которую она еще проходит, и о том, какое ожесточение, собственно, здесь царит. Это то, что еще, конечно, очень больно, но это будет преодолено. Но это будет в будущем. Я позволю возразить коллеге. Понимаете, СССР ведь создавался на идеологической основе. Государства, созданные на каких-то идеологических основах, они держатся. Как только идеология разваливается, государство разваливается. В России сегодня у нас система какая? Капитализм. А капитализм развивается на прибыльной экономике. И соединить два тела, которые жаждут получить прибыль, наверное, это совсем другое. Поэтому мы
должны думать о взаимной экономическом развитии, когда мы будем дополнять друг друга. Объединение будет не политическое. Я думаю, что да, это будет мощная территория, где будет хорошо работать экономика. Да, если позволите, о том, что все-таки не все определяет экономика, достаточно посмотреть о том, что если бы речь шла о деньгах, то как раз, как мы знаем, в российском руководстве очень многие говорили о том, что Крым не нужен. Но все-таки определили вопрос не деньги. Поэтому мы видим о том, что все-таки многие вещи определяются другими идеями, вот о которых вы правильно сказали, то есть о которых вы абсолютно точно сказали. Многие вещи определяются идеями, а вот какие за ними стоят, это уже там можно говорить. Да, мы вернемся к нашей дискуссии. Ну, у нас телефонный звонок, еще один. Алло, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Добрый день, студия. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос Михаилу Алексеевичу. Михаил Алексеевич, вы возглавляете самую крупную газету Крыма. И хотелось бы знать, как газета будет освещать о жизни именно крымских татар в Крыму. Да, спасибо большое. Да, спасибо большое. Мы поняли ваш звонок. Жизнь крымских татар в Крыму. В вашей газете, пожалуйста. Ну, Всегда освещал. «Крымская правда», она не разделяет людей в данной ситуации, если речь идет о жизни, а не о проблемах языковых, культурных. Она не разделяет людей по национальному признаку. Для нас абсолютно в этом плане все одинаковые, все дороги. Мы ко всем крымчанам одинаково относимся. А что касается каких-то проблем, связанных с национально-культурными запросами, особенностями, подобное, мы об этом пишем, читайте внимательно. Спасибо большое. Да, Камиль, пожалуйста. Вот автономная республика Крым, она в свое время создалась по форме, а содержание мы по сей день ее наполняем. У нас хороший лозунг «Процветание в единстве». Здесь многонациональный народ живет, население. Мы всех уважаем, любим, но, однако, как в рекламной вывеске администрации города Бахарева написано «Услышим каждого». Если да, этот лозунг «Услышим каждого» действительно она оправдает себя, ну, тогда, значит, мы в единстве. И как раз вот товарищ задал вопрос в отношении газеты, которой вы руководитель. Я бы хотел добавить другое. У нас на крымско-татарском языке выходят газеты и журналы, но они все, понимаете, местного значения. Мы бы хотели, чтобы такая же газета, как «Крымские известия», «Крымская правда», выходила на республиканском уровне, чтобы учредителем был Совет министров, и чтобы в этой газете писались те указы, те законы, те постановления сейчас, которые, значит, публикуются. Здесь что получается? Значит, население, будем говорить, крымско-татарское, получает «Яна Дунья», «Мираба», «Голос Крыма» и Крым. Но, однако, те решения, которые принимает Совет министров, те решения, которые принимает Госсовет Республики, там не публикуются. Хотя мы знаем, что на сайте Совета министров, на сайте Госсовета можно много узнать, но не каждый владеет на сегодняшний день этим интернетом, и не каждый владеет, и не каждый имеет. Поэтому, чтобы процветание было в единстве, дополнительно нам нужна одна газета, которая бы была учредителем не Госкомитет по межнациональным отношениям, а Совет министров, как это было там, где мы ранее проживали, и там основные моменты жизни Крыма освещались. Я могу с вами согласиться даже не на 99%, а на 100%. Только «Крымская правда» к этому никакого отношения не имеет. Нет, конечно. Ни одного рубля бюджетных денег или каких-либо других денег, кроме как заработанных нами, газета не имеет. Мы работаем на принципах самофинансирования. Более того, я вам скажу, пользуясь случаем, что «Крымская правда» – единственная газета такого уровня, которая независима на всем постсоветском пространстве. Все остальные давно приватизированы либо, значит, частным капиталом, либо их забрала коммунальная власть, коммунальную собственность, либо, там, я не знаю, государственную, республиканскую. У нас единственная газета, которая по-настоящему независимая. Пользуясь случаем, прошу читателей, в том числе и крымских татар, поддержать эту газету. Сколько лет вы уже издаетесь? А? Сколько лет вы издаетесь? Сколько лет? Значит, 6 февраля следующего года «Крымская правда» отметит свое 100-летие. Нам будет исполниться ровно 100 лет. Да. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Несколько замечаний. Я
буквально по высказанному, да. Пару лет назад, сразу после этих событий, нас пригласила Свердловская область, в Екатеринбург, значит, и вот я со студентами был там. Был у памятника Ельцина. И спрашиваю у горожанина, говорю, из мрамора большой памятник, там, где сегодня Ельцин-центр и все такое. Спрашиваю, ну, а народ как относится? Он на меня посмотрел и сказал, говорит, это по поводу Беловежской пущи. Значит, говорит, если бы не пост милиции, просто устали отмывать этот памятник от краски. Это вот отношение народа. Народ высказал свое мнение. И то, что на референдуме здесь в Крыму проголосовал народ так, это, я не знаю, как там на Западе, да, исходя из своих геополитических интересов, да, пытаются все перевернуть с ног на голову, но это был выбор народа. В отношении Советского Союза, в отношении идеологии и экономики, здесь небольшой спор возник, да. Вы знаете, я понимаю, о чем речь. Европейский Союз начинался с экономических взаимных интересов. А сегодня скрепой Европейского Союза являются ценности европейские, то есть идеология. Нет государства без идеологии. Это все вранье. Нету. Идеология есть система ценностей. И вот я хочу сказать, что в Крыму на протяжении последних веков, когда Россия пришла в Крым, значит, Крым всегда был сам себе не самодостаточен. Все равно необходим был некоторый социокультурный лидер в Крыму. Автономия, она даже географически автономность была. Это и Крымское ханство, и до этого, и в наше время. Я к чему этот разговор веду? Россия стала социокультурным лидером в Крыму, и была понятна логика развития. Она привносила сюда железную дорогу, строила заводы, дороги, флот построила, инфраструктуру создала. И этим все крымчане, безусловно, пользовались. Крым без крымских татар, и история показала, это невозможно. Наше будущее – это совместное будущее. Вы правильно сказали, что вот этот проект будущего, я веду к тому, что проект будущего, я писал об этом и 10 лет назад, в Украине не просматривался. Было бы интересно, поднимите документы, а какое будущее Крыма вообще видела Украина. Понимаете, вот какой-то подарок, да, оказался вот так по пьяни, или я не знаю, как это произошло, да, значит, решили судьбу, не подумав, да, 25 лет, целое поколение, но настолько сильный был тот, я не знаю, потенциал, который заложила Россия, в том числе и культурный, и я бы даже сказал, даже прежде всего культурный потенциал, да, который вложила Россия сюда, в Крым. И этот потенциал работал даже тогда, когда Крым не был в составе России. И я считаю, что сегодня вот внимательно просто приглядитесь, да, это не просто строительство моста, это не просто сотни миллиардов, это изменение даже географические, из полуострова, да, это вот просто на уровне даже не геополитики, а просто в земном шаре. Я уже не говорю о том, что Крым стал осью мировой политики сегодня, да, на слуху. Слушайте, есть целые государства, в котором, я не знаю, Малайзия, Индонезия, Гондурас, в конце концов. Нет, я говорю о тех, где за сотню миллионов проживают людей. Но сегодня Крым со своим чуть больше 2 миллионов, да, значит, и со своим разнообразием вдруг оказался осью, исторической осью. Я думаю, что то, что Россия сегодня вошла, это не просто мы воссоединились и вернулись в Россию. Это у Крыма и всех без исключения, кто проживает в Крыму, открылась перспектива. Еще будет мост. Я думаю, из Украины вернется, значит, и перспективы у Крыма. Не дай бог. Вернется в себя, в свое естественное состояние. Да, у нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Назовите Добрый вечер, да. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим хорошо. Да. Как вас зовут? И У вас тема «День воссоздания государственности Крыма». День Республики Крым. А совершенно о другом говорите. Да, спасибо, День что... воссоздания Можно государственности об одном Крыма не было 18 октября 21 года. Спустя 138 лет после 1783 Да, года. спасибо большое. А Спасибо. куда же эта гоственность с 18 октября по 45 год делать? Да, Об спасибо, этом да, спасибо я большое. задаю Мы вас услышали. Ну, Шевкет Ага, пожалуйста. Дело в том, что сегодня мы рассматриваем вопрос государственности в Крыму, который произошел в 1991 году. Но мы пытаемся понять, каким образом подошли к этому дню. И дальше куда идти. Если говорить только об одном дне, как предлагает уважаемый телезритель, ну, тогда мы за 5 минут сказали бы и пошли бы домой. Дело в том, что процессы цивилизационные, которые вы намекнули, они намного глубже, чем мы ощущаем. Мы сегодня живем сегодняшним днем, вчерашним и завтрашними. Проблемы достаточно суженные. Но если посмотреть на проблему в историческом таком масштабе, мы увидим, как вы точно подметили, что Крым – это стержень. Это стержень, вокруг которого очень долгое время велась цивилизация. Средиземноморская приходила в степную, обмен шел. И поэтому у Крыма такое большое значение. Оно, я думаю, и в дальнейшем будет играть такую же роль в цивилизационном отношении. И здесь будут закладываться те взаимоотношения, которые будут потом проектироваться дальше. Ведь Россия, помните, когда присоединил, как она сказала? Мы хотим на Крыме увидеть, что будет происходить с Россией в будущем. На самом деле это малая Евразия. Конечно, поэтому Модель для всей большой Евразии. каждое наше слово сегодня, оно не просто слово. Мы крымчане, и мы должны нести ответственность как за свои слова, так и за действия. Ведь сегодня, наверное, каждый из нас преклонится перед крымчанами, всеми, которые за все это время смогли удержать мир. Представляете, 300 тысяч человек возвращается. Тут местное население не знает, как жить. Идет развал Советского Союза. Тут цивилизация Украины отделяется, родной язык делят. И несмотря на все эти трудности, люди отстояли мир. Это говорит о том, что сама земля воспитывает внутри человека то отношение к друг другу, которое мы сегодня имеем. Поэтому мне хотелось бы на это больше обращать внимание. Да, у нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Да, алло, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Но прежде представьтесь. Я Рифат Ага Гадженов. Алло. Да, слушаем Я вас. Рифат Ага Гадженов. Говорите, Рифат. Участвовал в ваших передачах. Сегодня, наблюдая за вами, за всеми, хочу выразить мою благодарность вам всем за то, что вы все почти говорите об одном и том же. Естественно. Поэтому будьте всегда такими едиными. И будущее нашего Крыма будет самодостаточным и прекрасным. Да, Рифат Ага, спасибо вам большое, Чох Сагум, за то, что дозвонились. Светомир Ага. Вот тут Шевкет Ага очень важный момент затронул. Дело в том, что 90-е, начало нулевых годов даже, это же период очень опасных моментов, которые были связаны с межнациональными взаимоотношениями. Было очень много провокаций, когда настраивали крымских татар против властей, противопоставляли всему крымскому обществу. Благодаря каким факторам удалось удержать мир такой хрупкий, казалось бы? Мы, крымские татары и все жители Крыма, увидели, что мы очень мирный народ. И вот ни одно собрание, ни одни наши выступления, митинги всегда проходили мирным путем. Конечно, пережили, рубль обесценился. Купон, который мешками появился у людей, и этих денег тоже не было. Народ был в очень тяжелом положении, но мир и согласие Крыму всегда между нами было. Между всеми национальностями. Это самый важный вопрос, какой сегодня есть и который всегда будет. Я это в это
глубоко верю. Вы понимаете, вот те годы, когда все это происходило, киевская власть, и они понимали даже, вот взять в Севастополе, мэра они не давали народу избирать, назначали сами, что не дай бог, чтобы пророссийский руководитель не пришел. Это же было планомерно сделано. Нам даже премьер-министра навязывали, да, Матвиенко. Но то, что сегодня происходит, я хочу, чтобы все телезрители Крыма и пусть Украины услышат, не дай бог, если бы украинская власть сегодня здесь была, крымские татары, греки, армяне, болгары, ни один бы на своем языке бы не разговаривал. Нас бы всех бы заставляли сегодня говорить на чисто ихнем украинском языке западенском. Слава Богу, это не произошло. Я думаю, это воля Божья, то, что сегодня происходит. Да, сегодня вы сказали, я был на этом мосту, который строится 4 раза. Но это пока своими глазами не увидите, вы в телевизоре не поймете, что делается. Это настолько грандиозная стройка, о которой годами говорили. Поэтому, пользуясь случаем, благодарим нашему президенту, российская власть, которая прошла. Мы сегодня граждане России. Мы живем сегодня в своем государстве. Но то, что мы все национальности и история, которая есть, ее забывать никогда нельзя. Любой народ, который забывает историю, у него будущего нет. Михаил Александрович, пожалуйста. Да, вы знаете, я вот хотел бы для разрядки привести один пример. Он, с одной стороны, в тему, а с другой стороны, показывает, насколько мир, в котором мы живем, тесен. Вот Ситу Мирага, я был в его хозяйстве, которое он возглавлял. Кстати, колхоз называется «Грузия». Это самое богатое хозяйство Генического района, вообще, а может, и всей Херсонской области. Да. И когда этот колхоз благополучно разваливался, а он работал как фермер один, ну, уже благополучно, действительно благополучно, люди пришли к нему и говорят: Ситу Мирага, возглавь наш колхоз. И он возглавил, я у него был. Вот что при советской власти, ну, это, правда, было в далеком 2000, наверное, каком году? Втором, наверное, да. Вот так, да? Ну, вот было, как будто вернулся в Советский Союз. Ну, вот колхоз, миллионер, и действительно колхоз. Ну, кому это все мешало? Вот вопрос. Вот я не знаю, что там сейчас? Сегодня все арестовано, каждый день суды, абсолютно. Супруга подает суды, ничего не можем забрать. Я считаюсь врагом украинского народа. Я никогда не был врагом украинского народа. Я Украину очень люблю, и все мы тут вместе ее любим. Но мы любим ту Украину, какая была. Националистическое, фашистское государство нам не нужно. Вот и все. Да, совершенно точно. Олег Ашеверович. Я понимаю того телезрителя, который пытается все время нас вернуть к вопросу о, значит, государственности Крыма, да, и 21 году отсылает. Я думаю, нам надо, безусловно, знать уроки истории, отслеживать, что же происходило с этой автономией. Но, вы знаете, все-таки надо смотреть вперед, да, очень трудно идти вперед с повернутой головой. И когда задаются вопросы о рисках, которые были в 90-е годы, да, вы знаете, вот мне просто посчастливилось работать под руководством Османа Курсиитовича Адаманова. Значит, я считаю его своим учителем, потому что я пришел из академического института, я даже не знал, с какой стороны резолюцию на бумаге ставить, понимаете? Это действительно для меня очень большой человек и авторитет по жизни. Я благодарю судьбу, что такое случилось. Почему я об этом говорю? Потому что насколько же нужно было вот в той сложнейшей ситуации, потому что было одно видение, да, еще при Советском Союзе, да, значит, как будет возвращение народа, плановое, там, с строительством, я не знаю, сначала всевозможных промышленных узлов, на которых будут люди работать, производство и так далее. Всего этого не случилось. И я помню, буквально на коленках в начале 90-х, когда программа только-только начала работать, начиная с Беззазиева и многих других, здесь Юрия Османова вспоминали, да, какие были высокие риски. И люди приехали из Узбекистана, вмиг потеряли накопленное, там продали, здесь ничего не смогли приобрести. Просто я помню, я внутри, в гуще этих событий был. Мне приходилось ездить и
К людям. К людям. Вы знаете, вот у меня сегодня невероятно интересная встреча. Вот буквально сегодня передача. Я захожу в медучреждение, значит, оставляю документы и прошу передать руководителю. И женщина, секретарь, говорит: Олег Аршевич, вы, наверное, меня не помните. Оказывается, человек работал в ВУКСе, Госкомнадзе. Она меня помнит, и мы разговорились, много что вспомнили. Мне думается, у крымских татар, которые вернулись, и которые многие претензии, даже не претензии, как это слово лучше назвать, да, совершенно вправе были, в своем праве были люди, которые возвращаются на родину, сумели, так же, как и население Крыма, сумели все-таки найти тот диалог, который позволил, значит, выйти из ситуации, преодолеть те риски, которые были. А почему? Да потому что мы были из одной страны, потому что и ислам, и христианство, как традиционные религии, у них этический кодекс один и тот же. То, что мы сегодня возмущаемся Западом и тем, что нам пытаются навязать, да, я не знаю, как другие, я говорю, что у меня традиционная семья, понимаете, она будет такой. Вот мне мой отец это передал, я передам сыну, разговоры, молодые люди, все тоже в фейсбуках значит, достаточно продвинутые и так далее. Споры бывают, значит, я говорю, вот я тебе передам, сын, а ты уже будь, как посчитаешь нужным. Хочешь, меняй. Но все, что мне мой отец сказал, и это не только, я сам христианин, да, это же не только у христиан, это также, я знаю, у крымских татар и так далее. Мне кажется, то, что мы преодолели это тяжелейшее время, это потому, что мы были в одном все-таки этическом кодексе воспитаны. Была ли это идеология коммунистическая? Да вы почитайте эти, значит, принципы. Они взяты же, вообще-то говоря, из великой книги, будь то Библия или Коран, понимаете? Поэтому я думаю, что, опираясь вот на эту общность нашу, понимание не только своих традиций и культурной общности, как вот мы сейчас даже стоим и разговариваем, наш выход и наше будущее, если мы хотим, чтобы наши дети в Крыму создавали и продолжали ту государственность, которую сегодня Россия формат не дала этот, и сказала, она даже подняла этот с республиканского на государственный уровень. Это не просто республика. Я помню этот период, когда я пришел в Госкомнадз, он был государственным комитетом, потом его превратили в республиканский комитет. Потом частный. И слава богу, сегодня он уже в статусе государственного. Скажите, пожалуйста, а вот один вопрос позволите, вот какой образ. Я здесь самый молодой в этом совете старейшин. Это хорошо. Да, в этом совете старейшин, поэтому ваш жизненный опыт, конечно же, с моим даже не сравнится. Не сочтите за провокацию, но вот по вашему мнению, а вот в межнациональных отношениях сейчас в Крыму, что является самой большой проблемой? Внешние угрозы. Можно, да? Да. Я попробую очертить круг проблем, которые стоят на сегодняшний день в межнациональных отношениях. Ну, надо исходить из того, что малые народы всегда защищают закон. Только закон может принести тот порядок, который ждут все люди. Поэтому первое, что нас сегодня объединяет, это те законы, которые есть в Республике Крым. Да, они в некоторых моментах нам не нравятся, в некоторых моментах они и правда не очень хорошие, но они есть. Они регламентируют сегодня жизнь Республики Крым. И в межнациональных отношениях сегодня самой большой опасностью, я думаю, является то недосказанное. Если какому-то народу что-то недосказать и не додать, это и будет почвой начала взаимного претензий. Шавкет ага, мы эту тему продолжим. У нас телефонный звонок. Пожалуйста. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло. Да-да. Говорите, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы? Добрый вечер. Селям алейкум. Из Севастополя Руслан Иминов. Селям алейкум, У Руслан. меня к Мустафаеву. Сейчас очень много я слышал в отношении республики вспоминали. Вот Камербаев звонил 21-го года. Сейчас мы живем в республике, уже в другой системе, но в нашем Южном федеральном округе есть две республики, Калмыцкая и Адыгей. Я бы хотел бы с вами уточнить, можно ли в Конституцию Крымской Республики включить те же пункты, которые есть в этих двух республиках, чтобы мы были равноправными в нашем федеральном округе. Да, спасибо большое. Российской Спасибо большое, Федерации. Руслан Ага. Я пожалуйста. хотел бы ответить Владимиру. Вот смотрите, что является самой большой проблемой в межнациональных отношениях. Я бы сказал так, что самой большой и, может быть, единственной проблемой является отсутствие развитых институтов гражданского общества. Потому что Конституция дает всем людям равные права вне зависимости от их национальности и конфессиональной принадлежности. Между тем, у каждой действительно этноса есть свои какие-то цели, задачи, перспективы в культурно-национальном развитии, и поэтому только в процессе диалога в обществе можно выяснить, а что это за проблемы и как их урегулировать законодательно. У нас же, как республики, даны огромные права, у нас есть свой парламент. И поэтому нужны постоянные площадки для диалога, что бы это ни было. Любые институты гражданского общества, там, межконфессиональный там, совет, общественная палата, там, допустим, культурно-национальное общество, какие угодно, надо Ассамблея народов Крыма. Можно бесконечно говорить. Чем больше, чем активнее, чем чаще люди будут говорить о каких-то насущных вопросах, проблемах, тем успешнее они будут решаться. И при необходимости будут решаться обязательно законодательно. Для этого нет никаких препятствий. Верность человека, инертность – вот самая главная проблема. Да, главным объединяющим фактором всегда является общее дело. Когда мы делаем что-то вместе, это всегда нас лучше всего объединяет. Пожалуйста. Можно я скажу? Давайте, Камиль Ага. Да, наверное, Камиль Ага. Вот предыдущий товарищ задал вопрос, что мы должны говорить о республике и все вопросы, которые касаются нашей республики, государственности. Что я хочу сказать? Вот здесь вот педагоги, которые работают со студентами, здесь редактор газеты, который пишет статьи на все актуальные вопросы. Если мы выйдем с микрофоном на улицу и спросим, как же это было, мало кто может сказать и мало кто ответить. Вот смотрите, мы с Россией довольно-таки достаточное время живем в единстве и согласии. В 1921 году, когда создавалась автономная Советская Социалистическая Республика, ведь народ здесь, местное население писало на арабском языке. Ведь нашли общий язык существовать. Писали арабской графикой. Да. Теперь, далее, в 1938 году с латыни перешли на кириллицу. И так далее мы дошли до сегодняшнего дня. Сегодня, вот смотрите, мы живем в то время, где мы насыщаем содержание автономии. Как? Первое – это указ президента о реабилитации, чтобы там в углу, где-то на базаре, где-то в магазине, чтобы не было кривотолков. На это закон у нас очень жесткий, мы это уже услышали. Второе – принято очень много указов и постановлений, как в масштабе страны, так и в масштабе республики. Я хочу сказать нашим соотечественникам и вообще жителям Крыма. Когда мы обращаемся в органы государственной власти, у нас есть готовый документ, вот в частности говорили товарищи, готовый документ. Нужно ссылаться на этот документ и просить того, что вы хотите. Если мы будем просить все, что угодно, оно этим законом не прописано, и тот чиновник отпишет, что нет полномочий, нет денег и так далее. Значит, наша дорожная карта – это законы,
которые приняли здесь в Республике Крым и до сих пор принимаются. И я очень согласен, что вносится дополнение как по языку, так и по другим вопросам, по жилищным вопросам, по социальным вопросам. Вот сейчас недавно приняли вопросы о доплате. Значит, мы насыщаем. Нужно проявить гражданскую активность всем. Взять, почитать эти законы, и в соответствии с этими законами нужно обращаться. Плох закон, как сказал, недоработан. Нужно вносить предложение. Вносить предложение всем должно быть понятно через народ, через общественные организации, через депутатов, так как это конституционно положено. И тогда услышат и Общественная палата, и Государственный совет, и Комитет по законодательству. Они все услышат наши просьбы. Но на сегодняшний день, по-моему, чиновники мало кто откажется от правильного ответа. А это есть опять закон, что чиновник поступает не так, как надо. И вот эти принятые законы нас удовлетворяют. И вот телевидение, которое работает сейчас лет, имеется довольно-таки достаточное количество программ, где можно проявить себя. Даже недавно вышли маленькие малыши, начали ставить какие-то свои передачи. Нам даже это очень понравилось. Мы воспитываем. Тут я еще хочу сказать другое. Мы говорим о кадрах и резерве кадров. Вот смотрите, институт имени Вернадского, КИПУ и другие институты, которые у нас работают, готовят молодежь, готовят специалисты. Во всех министерствах, во всех комитетах нужно зарезервировать ту молодежь, которая кончила с хорошими результатами учебы, чтобы по профессиональным его навыкам, по профессиональным знаниям в резерве они были, а не так, что с улицы кого попало, ну не кого попало, а брать людей и ставить на эти должности. Нет, наша молодежь должна учиться и идти вперед. Да, Камиль Ага, молодежная политика – это очень важно. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Давайте, подключайте. Да, подключили уже, слушаем вас. Как вас зовут? Алло, какой регион вы вечер. представляете? И ваш вопрос. Угу. Это я Красногвардейская, меня зовут Таир. Я хотел ведущим что велосипед уже давно приобрели, и велосипед, ну, не надо выдумывать. По моему мнению, что было до депортации, я сам 36-го года рождения, значит, с 77-го года живу в Крыму, и то, что было при Союзе, было при Украине, и сейчас я в курсе. Поэтому хотелось бы, чтобы сделать то, что было до войны. Это мое мнение. Спасибо. Да, спасибо, Можно? спасибо огромное. Ну, во-первых, реплика, да, даже велосипеды усовершенствуются, да? Значит, они когда-то возникли, потом современные велосипеды – это не те велосипеды времен их создания. Но я не об этом. Буквально несколько реплик, да? В отношении кадров, да? Я думаю, что сама жизнь все расставляет на свои места. Я буквально на днях, даже неделя не прошла, вот назначил своим замом Зарему Зудеевну Хайридинову. Ученым секретарем факультета назначил Хатиджа Энверовну Мамутову. Доценты, умницы, и это новое поколение, я считаю. И для этого мне не нужны были квоты, я просто видел людей в работе. Значит, это вот вопрос, как я себе его представляю, да. Но я хотел бы вернуться вот к провокативному вопросу, который задал Володя Джарал. Вы знаете, не хотелось бы наступать на те же грабли, да. Советский Союз, его просто взорвали именно по межнациональным проблематике, конфликтам и так далее. Мы все это знаем, не буду повторяться. Для Крыма тоже готовят эту, по крайней мере, наши оппоненты, я бы назвал наши враги, как раз этого и хотят. Поэтому внутри я не вижу такой ситуации, которая бы взорвала ситуацию между людьми. По одной простой и важной причине. Вы знаете, люди это понимают. Вот мы сегодня видим в Астане попытка переговоров, да, сирийской оппозиции с законным правительством и так далее. В конце любой войны
все равно будет стол переговоров. То, что отметил Михаил Алексеевич, если не хватает тех площадок, на которых мы не можем договориться, значит, надо создавать новые площадки и вести диалог. Я хотел бы вернуться к тому, что говорил Шевкет Ага, да, по поводу закона и малочисленного народа. Вот у меня сыновья, да, и младшему я говорю, ты должен слушать старшего. Вот что он скажет, это для тебя закон. Младший возмущается, ну как же, свобода и все такое, да? Значит, что я должен слушать старшего? Значит, я говорю, а у него другая ответственность. Он отвечает за тебя. То есть, когда он говорит, надо так, он должен понимать, что он отвечает не только за себя. К чему я это веду? Все эти разговоры и ерничания по поводу старшего брата привели к тому, что ни одна республика Советского Союза, что богаче стали жить, потеряли миллионы людей, или погибли, или эмигрировали. Кто-нибудь сильнее стал, и мы не видим даже перспективу, что они станут сильнее. Понимаете, мы опять к старшему брату пришли. Но ответственность старшего брата заключается в том, чтобы младший брат чувствовал себя не обиженным и защищенным. Я думаю, это как раз о законах, о которых говорил Шевкет Ага. Я продолжу эту мысль, пару слов Да, добавлю. давайте мы продолжим нашу дискуссию после значит, нашего видео. Дело в том, что 20 января, в день Республики Крым, в Государственной Думе Российской Федерации выступил наш депутат от Крыма Руслан Бальбек. И очень примечательно, что в Государственной Думе прозвучали слова нашего великого просветителя Исмаила Гаспринского. Давайте вспомним, как это было. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, сегодня крымчане отмечают праздник День Республики Крым. Это действительно знаковое и важное событие, потому что последние 2 года крымчане отмечают, находясь в составе великой страны, в составе России. И это особое звучание, это не просто праздник, это событие, которое выражается как торжество народной воли. Действительно, Крым стал частью великой страны. И это для огромной России не просто еще один регион. Это символ сплочения, когда под внешними угрозами, несмотря на мощные информационные атаки на нашу страну, все наше многонациональное и поликонфессиональное общество объединилось вокруг нашего национального лидера и не позволило вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Поэтому Крым понимает всю ответственность и благодарен всем россиянам, всему российскому народу за то, что в самые непростые периоды, когда мы проходили испытания на прочность, все эти 2 года, когда обрекали нас все те, кто злопыхатели, находясь на профессиональной основе на границе с Крымом, и не только, участвуя во всех информационных атаках на Россию и участвуя в антироссийских акциях, грызли от злобы свои рукава и галстуки, пытались навредить крымчанам, обрекая на многочисленные блокады, продуктовые, транспортные, энергетические. Тем не менее, мы выстояли. И выстояли благодаря обычным россиянам, благодаря поддержке федерального центра, нашего президента, вас, коллеги, вне зависимости от партийной принадлежности. То есть это показывает, что все-таки мы можем, когда необходимо, сплотиться вокруг одной внешней заботы о благополучии нашей страны. Поэтому хочу еще раз сказать и напомнить, что крымчане выдержали все эти испытания, в том числе и благодаря нашему единству. На нашем гербе красуется надпись «Процветание в единстве». И мы понимаем, что все эти атаки информационные были направлены на самое хрупкое, что у нас есть, на межнациональный и межконфессиональный мир. И как только не стало политических провокаторов, авантюристов, как ликвидировали политическую надстройку, которая устраивала межнациональные конфликты, в Крыму воцарил мир и согласие. Поэтому хочу сказать еще раз, хочу процитировать уместно, я считаю, высказывание великого просветителя не только крымско-татарского народа, но и всех тюркских и мусульманских народов Российской империи,
государственника, общественного деятеля, который говорил о том, что скрепление и объединение народностей страны – необходимое условие государственности. И различие языков, происхождения, верований не должно быть на этом пути помехой. Также он говорил, что если хотите объединить, не отделяйте и не выделяйте. Поэтому я понимаю четко, что чем будет сплочение общества, тем сильнее будет государство. А чем сильнее будет государство, тем будет сильнее каждый из нас. Поэтому еще раз большое спасибо за поддержку нашей великой страны. Крымчане это ощущают, это понимают. И мы сегодняшний праздник действительно отмечаем во всеоружии. Это не только касается наших вооруженных сил, но и касается энергетической, продуктовой безопасности, которая невозможно было без поддержки нашей великой страны. Спасибо еще раз. Руслан Бальбек. Вы знаете, вот те, кто пытаются как-то нас разъединить, те, кто стоит там, вот, взрывают линии электропередач, перекрывают воду для Крыма, и именно этим крымским татарам, да, я хотел бы, чтобы они взяли и перечитали Исмаила Гаспринского. Не читают, к сожалению. Ну, понимаете, вот... Сенченко почитает. Вы знаете, что происходит? Все говорят, ну, я имею в виду вот этот экстремистски настроенный по отношению к Крыму, да, вот, готовы идти сюда, чуть ли не освобождать его с оружием в руках, свой же народ, да. Народ этот уже определился, на мой взгляд. Прочитайте классику. Этот человек пережил многое в своей судьбе. Это человек, ну, я не знаю, ну, масштаба, серьезного масштаба. Крымский татарский народ гордится своим сыном Исмаилом Гаспринским. Почитайте, он называл себя русским мусульманином. Его известная статья о русском мусульманстве – это тот путь, по которому надо идти, это тот выход. И то, о чем говорил сейчас, цитируя Исмаила Гаспринского, наш депутат Государственной Думы от Крыма. Еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Спасибо, что дождались. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Так, у меня 3 вопроса к вам. Здравствуйте, я Ишрия Бекиров. У нас первый вопрос. Для того, чтобы в дальнейшем республика процветала и в ней были хорошие руководители, надо подготовить кадры. Для подготовки кадров вот из опыта Узбекистана были льготы для местного населения. Так и для крымских татар должны быть какие-то льготы для подготовки военных специалистов, высшим руководством центральных вузов и так далее. Первое. Второе. Когда нам в конце концов дадут наш материальный и моральный ущерб, хоть тем людям, кто родился до 44 года, 18 мая, уже им по 70 и дальше лет. Какой у вас третий вопрос? Да, третий ваш вопрос. Сейчас задам, второй. Так, и третий вопрос. Мало. Надо вот здесь слушать очень солидные люди. Я всем большой благодарность говорю, особенно Олег Ага. Надо вот в дальнейшем в ваших СМИ и в телевидении вот этот вот вопрос, когда голосовали на референдумах и выборах, участвовал какой-то процент крымских татар. Да, спасибо большое, спасибо огромное. Да, спасибо большое, мы вас услышали. Шевкет Ага, пожалуйста. Я хотел бы немножко сегодня сказать откровенно вот тем людям, которые считают, что крымские татары – это второсортные люди. Требования каких-то льгот, каких-то мест только из-за того, что ты крымский татарин, совершенно сегодня неправильно. Мы доказали своей жизнью за эти 25-30 лет, что мы способны сами подняться, сами вести себя и представлять себя на достаточно высоком уровне. Поэтому я категорический противник вот этого ощущения второсортности. Давайте строить Крым. Хватит уже ждать какой-то, грубо говоря, халявы. Понимаете, пришло время взять в свои руки и начать строить. Я к чему хочу это привести? Вот мы вчера анализировали крымско-татарскую литературу. У нас катастрофическое положение. Понимаете? Те писатели, которые знали хорошо язык, которые еще учились в тот период, когда преподавали довоенный они потихоньку уходят.
на место приходят молодые. Молодые, к сожалению, не владеют той степени языком его богатства. Вот о чем думать надо. А не говорить, вот там нам дали не то, не это не дали. Понимаете, нужно браться и делать. Если мы свой язык учить сами не будем, сами свою культуру поднимать не будем, никто нам за нас это не сделает. Вот в чем проблема. Поэтому я призываю всех понять, что идет мощное возрождение крымско-татарского народа. Вы знаете... У нас, я прошу прощения, у нас еще один телефонный звоночек. Давайте не будем заставлять нашего телезрителя ждать. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я с удовольствием смотрю ваш канал. Один из самых правдивых каналов, которые у нас есть в Крыму. Ну и вообще в нашей стране. Спасибо большое. Вот. И знаете, как бы хочу вам сказать спасибо, что вы молодцы, патриоты, не только своего народа, но и своей страны. Ну, Крым, который, я тоже коренной крымчанин, вот, и мама моя, и родители мои, все крымчане. Но я с большим глубоким уважением отношусь к крымско-татарскому народу. Понимаю и разделяю их трагедию, вот, сталинского режима и прочих. И знаете что? Мы тоже много претерпели от этих всех режимов. Но я хочу сказать, что, мне кажется, вот этот беспредел, беззаконие не прекратилось, которое происходило, ну и в те давние времена, и сейчас они происходят. Почему, скажите, пожалуйста, в таком нашем замечательном, прекрасном Крыму все вот эти власть придержащие люди, которые развели... Да, спасибо большое, мы вас услышали, спасибо огромное. Точка зрения. У меня вот вопрос. Если не Металаев, сами на тот вопрос, Да, который... пожалуйста. У меня вопрос. Мы на тот вопрос будем отвечать вот сами, которые задаем? Это голосуют наши телезрители. Опрос Мы сейчас обсудим этот вопрос тоже. Прежде Ситамираха, пожалуйста. Ну, этот вопрос я тоже обсуждать не буду. Я сегодня говорим об автономии, и еду в машине и слушаю приемник. Наш президент сегодня предложил, чтобы курдам создали автономную республику Сирии. Этот народ тоже более 50 лет воюет над тем, чтобы им создали государственность. Их более 40 миллионов. В Турции вот этого войны, которые были в Ираке, в Ливии, все вот это все. Я думаю, вот сегодня такой день тоже наш президент своим, ну как сказать, тем поступком, каким дал, оно говорит о том, что не только мы, народы России, и другие народы, которые есть, он к ним относится очень с положительной стороны. Тут очень правильно Михаил Алексеевич заметил. Давайте поговорим о перспективах. Времени очень мало осталось. Да. Я думаю, что телезрителям интересно, что мы сами думаем по этому поводу. Мы задаем им вопрос. Сможет ли Крым в ближайшее время стать самодостаточным регионом? Верно? Да, совершенно. Во-первых, что такое ближайшее время? Я хочу всех отослать завтрашнему, или даже сегодня это было напечатано в «Крымской правде», я не помню, но было интервью с министром финансов Республики Крым Ириной Кивико, и она отвечала на этот вопрос. Вот она ответила на него примерно так, что где-то к 2022 году Крым будет, безусловно, самодостаточным регионом, но до этого времени этого не произойдет по той простой причине, что слишком большое идет строительство. В том числе идет строительство затратное и тех мощностей, которые впоследствии будут способствовать тому, что Крым будет производить много продукции. Ну, например, 2 электростанции, там больше 1000 мегаватт, их надо построить. Сдача 18-19 год, только после этого опять же мост и многое другое. Но просто люди должны знать перспективу, что, конечно, столько средств вкладывает страна сейчас в Крым, мы получаем большие трансферты, сюда, кроме всего прочего, идут инвесторы, несмотря ни на какие санкции. И, безусловно, работает свободная экономическая зона, и все на федеральной целевой программе, и все идет к тому, что Крым, конечно, сможет не только себя прокормить, но будет регионом доноров. Это не произойдет, ну, прямо совсем, но в ближайшие 5 лет это вполне реально. Владимир Кадымович, какие вы видите точки роста для нашей республики?
Ну, прежде всего, действительно, то, что произошло весной 2014 года, это невероятная такая вещь, бывает, наверное, раз в жизни, когда история становится не просто событием, а ты сам являешься частью истории и ее творишь. Это действительно во многом правильно говорят, что это настоящее крымское чудо, учитывая, что мы удержались буквально в последний момент от самого страшного, что могло быть, и второе, мы сразу же получилось и осуществили свою мечту, в которую уже, собственно, никто и не верил. Ну, большая часть понимала, что если это произойдет, то, может быть, когда-то успокаивали себя. И это произошло сейчас на наших глазах. И эта страница, то есть это настолько было грандиозное событие, что в какой-то степени его перевариваем, осмысливаем до сих пор. И вот прошло 2 года. Сейчас вполне очевидно, что Крым стал одним из регионов России. Более того, руководство России во многом для себя сделало тоже, извлекло уроки, прежде всего увидев, насколько далеко Россия шагнула за эти годы в своем развитии. И видно, насколько нужно подтягивать Крым буквально по основополагающим вещам. Поэтому очевидно, что те гигантские деньги, которые закачиваются в Крым, в этом году будет 54 миллиарда по различным программам, к ним относятся очень жестко, очень строго. Вероятнее всего, тут будут еще идти споры не раз по этому поводу, являются двигателем. Этот двигатель должен включить механизмы работы для того, чтобы экономика заработала. И вот правильно говорит Михаил Алексеевич, обратил внимание, в России стратегическое мышление. То есть тут мыслят не 3 месяцами, даже не полгода и даже не годом. Здесь мыслят планами на несколько лет вперед, насколько это возможно. То есть как минимум на 5-летку здесь очевидно, что это будет происходить. Точки роста экономические понятны. Но здесь, то есть это развитие, прежде всего, его как военного объекта, который позволяет России проецировать силу в окружающий мир и показывать, останавливать попытки, тенденции развития для того, различные угрозы. Второе, сугубо внутреннее, это превращение Крыма в курорт уровня Сочи, только если все это сосредоточено в одном Сочи, то здесь будет гигантская база, которую фактически нужно создавать заново. И третье – это развитие, и вот это становится это то, что необходимо для самой России. Сам Крым должен поднять целый ряд других вещей. Прежде всего, это внутреннее развитие экономическое, малый и средний бизнес, который является главными работодателями и который позволит развивать, и который позволит людям, собственно, обеспечивать себя самим. Это перестройка целого ряда отраслей и переход их на новые сферы. Поэтому, если говорить так образно или художественно, Крым достался России как алмаз. А для того, чтобы он превратился в бриллиант, необходима огранка. Если ювелиры могут быть неопытными или неумелыми, то тогда на смену обычно приходят другие, или помогают им более опытные ювелиры. Но неизбежно произойдет, и это действительно неизбежно, независимо от того, хотим мы, то есть как это мы об этом говорим, это происходит сейчас на наших с вами глазах. Через несколько лет действительно Крым станет бриллиантом в короне российского государства, Российской Федерации. Камиль Ага, какие вы видите перспективы для Крыма? Я вижу, что мы сейчас живем в составе России. Россия – сильное государство, которое может защитить себя и население. Мы видим из политических событий, что его уважает весь мир, с ним считаются, и такой политик для нас важен, который может говорить на большом уровне со всеми государствами мира. У нас мирное небо, мы должны благодарить. У нас нет никаких недоразумений в межнациональных отношениях на сегодняшний день, ни на бытовом уровне, ни на других площадках. Я что хочу сказать, что финансовое влияние в Республику Крым огромное, и перспективный план до 2025 года предусмотрено очень много. И это достанется, я думаю, молодому поколению. А молодое поколение должно учиться, терзать, творить и быть руководителями, брать бразды в свои руки. Шевкет Ага, давайте подведем итог. Какие вы видите перспективы? Значит, смотрите, если опять, я люблю делать аналоги такие, посмотреть на историю, Крым самодостаточным в той производственной силы, которые были, очень сложно ему было. Те производственные силы, которые существовали до войны, до революции, не позволяли Крыму быть самодостаточным, потому что производительность была очень низкая. Отсюда что следует? Если мы видим самодостаточность Крыма, то оно должно быть тесно связано с развитием современных технологий. Другого пути развития у нас просто нет. У нас есть большой потенциал
научно-исследовательских кадров. Это и севастопольские серьезные вузы, и симферопольские, в которых современные технологии могут прийти и развиваться. Возьмите Израиль. На пустом месте, у которого нет воды, нет толком земли, сегодня создана такая мощная технология производства, что продукты вывозят за территорию. Значит, у Крыма должна быть такая же плановая направленность на развитие современных технологий. Это те же самые дополнительные энергодобывающие, возобновляющиеся ресурсы. Это вода, свет, энергия. У нас возможности огромные. В таком Крыму, где солнце светит целый год, мы воду греем газом и электричеством. Представьте, ну о чем это говорит? О том, что мы немножечко в этих отстаем технологиях. Поэтому я думаю, что наше будущее именно за перспективой развития вот таких технологий. Да, Олег Аршавирович, мы упустили очень важный момент. Скажите, пожалуйста, внешние угрозы, они будут опасны для Крыма или мы их нивелировали? Я думаю, что, вы знаете, в любом случае, то, как поднимается Россия, это вызывает очень сильное раздражение. Очень сильное раздражение вызывает. Это я мягко говорю о раздражении. Значит, и будет делаться все, чтобы вот этот рост России, да, обуздать каким-то образом. Но я вижу и перспективу России, и перспективу Крыма, ну, просто колоссальные. Если говорить о самодостаточности, я думаю, самодостаточной должна быть Россия. И каждый регион должен быть частью большой семьи. И почему такие нападки, вот я все о нравственности и этических проблемах, почему пытаются разрушить семью? Потому что с него начинается государство. Понимаете? И если мы в семье вкладываем наших детей, то надо вкладывать именно в людей Крыма. И тогда Крым будет и самодостаточным, и в Крыму вообще-то, я думаю, что для России очень важно и престижно превратить Крым в тот образец для той же Украины, когда все потянутся. Вот пример для меня, я буквально на днях был в Артеке, да? Весь Крым должен стать таким Артеком. Да? Это современный детский город, да, такой. Но здесь один момент есть. Он, я хотел сказать, европейского уровня, мирового уровня, но это ноу-хау чье? Это наше ноу-хау. Да, пожалуйста. Ирина задала вопрос о внешней угрозе. Я отвечу словами министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который сказал его вчера на коллегии. В Крыму развернут армейский корпус, 2 мотострелковые дивизии. Кроме того, Черноморский флот, 40-тысячная группировка войск. С-400 «Триумф» на дежурстве стоят, «Бастион», «Панцирь». Нам никакие угрозы не страшны. Пусть только попробуют сунуться. Света Мирага, пожалуйста. Но из всего сказанного, самое главное, действительно, у нас самый благоприятный климат, что самое быстрое в течение 3-4 лет – это АПК, агропромышленный комплекс. Это многолетние виноградники, сады, яблоки. И в последнее время смотрим телевизор, правительство России уделяет на самом деле большое внимание, а у Крыма очень большой потенциал. И второе, ректорам всех учебных заведений надо сегодня готовить профессионалов. У нас их на самом деле не достает. Это первый вопрос. Профессионалы, агрономы, зоотехники. По-любому человек 3 раза в день кушает. Без питания мы не обойдемся. Второе, надо готовить всем профессионалов, экономисты, военных специалистов, прокуратура, токаря, слесаря. Вот над этим сегодня надо работать. Это министру образования надо дать задачу. Каждое учебное заведение, сколько в течение 5 лет должен подготовить специалиста. Другого пути нету. Спасибо большое. В течение всего нашего эфира шло онлайн-голосование. Сможет ли Республика Крым в ближайшее время стать самодостаточным регионом России? Наши телезрители настроены оптимистично. Да, ответили 1246 человек, нет 828.
Республика Крым, воссозданная в 1991 году, стала домом для крымчан всех национальностей и конфессий. И только от нашего упорного труда и, собственно, от нашей активной гражданской позиции зависит гражданский мир и благосостояние Крыма. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующий четверг.